Мендев ткунта мана телехалягачнер. Здравствуйте, уважаемые наши телезрители. Мы начинаем очередную программу «Детали». И сегодня у нас в гостях директор калмыцкого филиала ПАО «Ростелеком» Алексей Осипов. Алексей Осипов родился 28 октября 1975 года. Окончил инженерно-экономический факультет и аспирантуру Кузбасского государственного технического университета. 19 лет работает в российской телекоммуникационной и IT-отрасли. До назначения директором филиала ПАО «Ростелеком» в Калмыкии руководил межрегиональным центром Екатеринбургского филиала Ростелекома. Здравствуйте, Алексей Михайлович. Добрый день. Я рада вас приветствовать в нашей передаче. И прежде всего хотелось бы познакомиться поближе с вами. То есть вы человек новый в Калмыкии. Мы еще поговорим о ваших делах, о Ростелекоме, но прежде всего расскажите о себе. В Калмыкию я приехал с Урала, из города Первоуральска, где возглавлял межрегиональный центр технической эксплуатации телекоммуникаций в Ростелекоме. А на Урал я попал из города Новосибирск, где, собственно, прошла моя вся сознательная жизнь. Там я женился, там у меня появились 2 детей. Ну вот вы приехали в Калмыкию, это довольно далеко от Урала. Первые ощущения от Калмыкии, вам не захотелось сразу уехать назад? Ой, совершенно нет. Безусловно, Калмыкия — это уникальный регион. Первое впечатление — это, конечно, тепло. Я пережил свою первую зиму без снега. Первую зиму я не увидел температуры больше -10. И этот факт дает мне вот энергию, и в том числе и в семейной жизни, и по работе. Я уже перевез сюда, в Калмыкию, свою жену. Мой старший сын учится в Санкт-Петербурге, а дочь пока по школьным вопросам остается пока в Новосибирске. Но даже жена сейчас, приехав сюда, ощутила эту энергетику, это спокойствие, вот эту нирвану, наверное, если говорить буддийским языком. И у нас гораздо стало больше времени заниматься своими личными переживаниями, своими личными делами, чего, наверное, в большом городе, который вот всю энергию поглощает из тебя, сделать не удается. Мы часто спрашиваем у наших гостей, каково им, комфортно ли жить в Элисте. Элиста — это небольшой город, но вот в плане инфраструктуры, удобства, комфорта, для занятий спортом, может быть, для отдыха, вот такие вещи, каково вам сейчас? Я не открою большую тайну, если скажу, что современная инфраструктура Элисты еще далека от совершенства. Но мы видим те шаги, которые сегодня делает и администрация города, и администрация республики по усовершенствованию и улучшению этой инфраструктуры. Однако в Элисте есть все, что нужно для нормальной жизни. То есть есть прекрасные спортивные залы, куда, собственно, я хожу. Есть школы танцев, школы единоборств, которые на сегодняшний день приобретают там особое значение на фоне появления Бату Хасикова во главе республики. Есть большие шахматные традиции, в частности, я проживаю в Сити-Чес, там есть и музей шахмат, есть в Доме предпринимательства отдельные секции, куда я вижу очень много молодых людей ходят и совершенствуют свое мастерство. Поэтому говорить о том, что в Элисте может быть скучно и заняться нечем, однозначно нет. А компактность и небольшие расстояния позволяют фактически в кратчайшее время добраться до любого инфраструктурного объекта и получить то, что хочет человек для жизни. Вы уже познакомились с людьми, у вас уже есть какие-то дружеские отношения. Как вам население, люди? Вы знаете, да, появились, безусловно. Наверное, это объясняется открытостью людей, проживающих в Калмыкии. И это характерно для всех городов с небольшим населением, когда все друг друга знают, все друг к другу обращаются. Тем не менее, вот этот круг общения, он постоянно расширяется, что, собственно, для меня очень приятно, потому что я человек очень интерактивный, нацеленный на расширение своего круга знакомств. И здесь я это явно реализую. Я знаю, что вы футбольный фанат. За какую команду вы болеете? Да, я очень люблю футбол, смотрю Лигу чемпионов, смотрю наши сборные. Из наших отечественных команд, конечно же, в городах проживания команда города становится приоритетной. К сожалению, в родном моем городе Новосибирске команда выходила единожды в премьер-лигу в 2010 году, не показав там особых результатов, однако хорошо заявив себя на Лиге Европы, обыграв на своем поле голландский ПСВ, который сейчас тренирует Дик Адвокат. На Урале это, безусловно, была команда «Урал».
которая на сегодняшний день Одна из старейших, да? набирает обороты. Да, туда приходят знаменитые игроки, в частности Павел Погребняк, бывший игрок сборной России. Но в моем сердце всегда будет команда ЦСКА. За нее болею, наверное, с самых ранних лет. И сейчас я вижу ту работу по селекции и по привлечению молодых игроков дает свои результаты. И я думаю, что это положительно характеризует именно вот как клуб, как один из ведущих, нацеленный на долгосрочные планы. В Калмыкии вы уже работаете, вас утвердили. И мне известно, что вы уже начали какие-то проекты. Расскажите, какие проекты уже действуют от Ростелекома в Калмыкии? Ну, наверное, не столько начал я, сколько начал Ростелеком. Для того, чтобы поговорить об этих проектах, наверное, стоит упомянуть о том, что Ростелеком на сегодняшний день уже перестал быть оператором связи в традиционном его понимании. Да, у нас остаются еще до сих пор услуги телефонной связи, у нас до сих пор остаются услуги интернет-провайдера, но сегодня Ростелеком — это уже полноценная IT-компания, которая формирует как собственные сервисы, так и развивает IT-инфраструктуру на стороне заказчика. Для того, чтобы был понятен масштаб Ростелекома, стоит сказать, наверное, о сайте госуслуги, который разрабатывал и на сегодняшний день сопровождает компания Ростелеком, которым все граждане России активно пользуются, и на сегодняшний день функционал все больше и больше расширяется. Стоит поговорить о тех сервисах, которые развиваются для частных лиц. Это, вот, например, наш мультимедийный портал Wink, который доступен практически со всех смарт-устройств, телевизоров, планшетов, телефонов, ТВ-приставок, позволяющие смотреть телевидение практически в любой точке мира. Это, безусловно, программы цифровизации, в частности, вот, недавно закончившаяся программа цифровизации лечебно-профилактических учреждений, которые позволяют всем больницам, фельдшерским, акушерским пунктам через канал интернет получать все современные услуги. То есть население записывается через портал на прием. Сами лечебные учреждения могут обращаться за квалифицированной помощью к более крупным лечебным учреждениям или исследовательским институтам. И таким образом оказывать высококвалифицированную помощь даже там очень удаленных поселках, где, соответственно, нет смысла держать, наверное, очень высококвалифицированные кадры. Безусловно, это сейчас реализуемый в прошлом году начавшийся и в этом году продолжавшийся, и он будет продолжаться на протяжении 3 лет, программа цифровизации экономики, которая позволяет подключать к высокоскоростным каналам интернет самые удаленные поселки. Это и администрация этих поселков, это и пункты МЧС, фельдшерско-акушерские пункты, главные школы и те же самые лечебно-профилактические учреждения. В прошлом году мы подключили 95 таких социально значимых объектов, в этом году это будет 117 объектов, и на следующий год мы планируем подключить 46 социально значимых объектов. Таким образом, фактически полностью социально значимая инфраструктура будет подключена к цифровым услугам, которые позволяют, собственно, упростить порядок обращения населения ко всем государственным услугам. В декабре пришла информация о том, что звонки на междугородние номера и сотовые номера стали бесплатными. Прокомментируйте, пожалуйста, это. Да, это чистая правда. Эта программа реализуется в рамках федерального проекта «Универсальные услуги связи», где во всех населенных пунктах с численностью более 100 человек мы поставили таксофонные аппараты. Первоначально все звонки с этих таксофонов были платные, за исключением вызова экстренных служб. Но поэтапно компания Ростелеком отменяла плату за звонки с этих таксофонных аппаратов. Сначала это были местные номера городские, ростелекомовские. Сейчас, с декабря 2019 года, компания Ростелеком полностью отменила плату за звонки на межгород и на звонки сотовых операторов. Таким образом, звонки со всех 276 таксофонов, установленных в Калмыкии, стали абсолютно бесплатны для местного населения. А что делается для того, чтобы информировать население? Знают люди о том, что вот эти таксофоны, которые есть, допустим, в отдаленном поселке, что им можно пользоваться, что это бесплатный таксофон? Наверное, первым источником информации является сарафанное радио. Особенно в тех населенных пунктах, где даже еще не дошла сотовая связь со своим радиосигналом, стоящий таксофон остается единственным источником связи с внешним миром. Особенно это актуально при вызове экстренных служб. Я могу привести несколько примеров, когда возникающие пожары и грозящие уничтожить весь населенный пункт были предотвращены исключительно вызовом с этого самого таксофона, и с ближайшего населенного пункта была направлена пожарная машина.
Сейчас же мы говорим в том числе и об общении между людьми. Мы видим рост трафика там, после отмены платы за звонки порядка 10%, и думаю, что эта цифра будет расти в дальнейшем. Мы можем поговорить о том, какие масштабные какие-то проекты вы планируете совместно с аппаратом правительства нашего? Да, обсуждение этих проектов сейчас идет очень бурно. Вопрос, конечно же, в финансировании. Очень приятно, что сейчас в правительство республики и города пришли люди, очень глубоко разбирающиеся в вопросах цифровизации. Не секрет, что сейчас очень активно на всех уровнях обсуждается проблема цифрового региона, куда входит там умный город, безопасный город. И могу приоткрыть завесу, что такие же разговоры ведутся сейчас и в Калмыкии. Но не только этим ограничиваются наши контакты. Буквально в прошлом году с правительством города мы реализовали очень крупный энергосервисный контракт по освещению улиц города Элисты. Было установлено порядка 7000 светильников, причем эта система полностью автоматизирована, позволяет за счет самодиагностики передавать сигналы о своих неисправностях, о негорячих лампочках, о обрывах на линии, о неработающих пунктах управления, непосредственно в диспетчерский пункт, и фактически за состоянием всей системы освещения следит только один человек, что очень удешевляет саму эксплуатацию. По нашим расчетам, экономия от внедрения данной системы составила порядка 60%. Причем этот проект был реализован полностью на средства Ростелекома, и в течение 7 лет, вот как раз за счет полученной экономии, Ростелеком будет окупать свои инвестиции. При этом уже сейчас порядка 5% от экономии от предыдущих платежей город получает в виде платы как раз вот за освещение города. И таких проектов, я думаю, что будет все больше и больше. Вы уже 19 лет в IT-технологиях и телекоммуникационной сфере. Как вы выбрали, почему именно это направление? Могу похвастаться и погордиться собой. Я занимаюсь именно тем, чем хотел заниматься с самого раннего детства. Вопросы информатизации, цифровизации, они были актуальны в конце 80-х, в начале 90-х, когда компьютеры только-только начинали входить в нашу жизнь. Именно тогда я увлекся этой темой, и тогда, чисто по книжкам, еще не видя живого компьютера ни разу в глаза, я выучил свой первый язык программирования Basic. Впоследствии моей первой покупкой от первых заработанных денег был именно компьютер. Тогда это еще был советский компьютер Delta, но тем не менее, уже зная азы программирования, я приступил к написанию собственных игр, каких-то программ, и этот же компьютер очень помогал мне при обучении уже в университете. И выбор дальнейшего пути был связан именно с операторами связи, либо это системные интеграторы, они у меня чередовались как раз вот по карьерному пути. И, естественно, с очень большим энтузиазмом и радостью я воспринял тот факт, что операторы связи стали видеть себя именно IT-компаниями, и весь тот профессиональный опыт, который я накапливал за весь период своей жизни, оказался сейчас наиболее востребованным. Тем более, что мы сейчас говорим про очень значимые проекты в масштабах государства, и в компании Ростелеком можно реализовать эти амбиции наилучшим образом. Поэтому я в Ростелекоме, поэтому я на руководящем посту, поэтому я занимаюсь именно теми делами, к которым готовился всю жизнь. Скажите, дети идут по вашим стопам? Да, мой сын сейчас учится на экономическом факультете в Санкт-Петербурге, в университете Петра Великого. Это экономический факультет как раз с уклоном на цифровые услуги. Им уже сейчас на первом курсе говорят, что такое Big Data, что такое интернет вещей, что такое квантовые компьютеры. И думаю, что свою профессиональную деятельность после окончания университета он тоже свяжет с IT-компанией. Удается вам сейчас беседовать вот именно на эти темы? Получаете вы что-то новое от него? Да, безусловно. Его ум, его стремления, безусловно, являются более гибкими, чем мои. К сожалению, наверное, к 40 годам я уже приобрел определенные стереотипы. Но вот это общение, да, в принципе, не только со своим сыном, а в принципе с молодыми людьми, которые увлекаются этой тематикой, дают мне новый толчок в понимании перспектив внедрения всех современных технологий. А уже это использование приводит, возможно, к новой трактовке изначально заложенного смысла в эти технологии. И думаю, что такие тенденции будут сохраняться и дальше. Безусловно, вы являетесь примером для своего сына. И это не случайно, вы довольно-таки успешный, состоявшийся человек. Вы участник проекта «Лидеры России». В чем секрет вашего успеха?
Секрет успеха очень прост. Я всю свою жизнь занимался любимым делом, и, наверное, это позволило достигнуть мне определенных результатов на своем жизненном пути. Более того, по своему складу я человек очень динамичный, и поскольку отрасль IT-технологий также очень динамична, мне здесь находиться очень комфортно, и всю свою дальнейшую жизнь я хочу связать именно с этой отраслью. Участие в «Лидерах России» было обусловлено больше внутренней потребностью оценить свой профессиональный уровень. Потому что, находясь в постоянном общении с такими же профессионалами, как ты, постоянно сравниваешь себя, а где нахожусь я, выше, ниже, то есть где мои зоны роста, возможно, где мои сильные стороны. Конкурс «Лидеры России» как раз и позволяет решать эти задачи. Проводя тестирование на первом этапе, определяются логические способности, математические способности и способности воспринимать текст. И очень приятно, что в 2019 году, это в году, в котором я проходил этот конкурс, были применены тесты на знание литературы, русского языка и истории. Таким образом, был установлен новый ценз на эрудированность будущих лидеров, которым, возможно, доверят значимые посты в управлении компаниями и на государственных постах. Стоит отметить, что конкурс «Лидеры России» — это не побег за призом. В итоге его прохождения нет назначения на какую-то значимую должность или получения какого-то большого оклада. Это в большей степени именно самооценка, это сопоставление себя с такими же, как ты, того же уровня, и как раз поиск возможных зон роста. Вот именно это привлекло меня в этом конкурсе, и пройдя его, я получил конкретные рекомендации о том, какие зоны моей профессиональной деятельности нужно сейчас прокачать, и с ссылками на литературу, на научные статьи и какие-то практические навыки. А как вы отдыхаете? У вас очень такой напряженный получается график, и работа, и общение, и все связано с профессией, с работой. Как ни странно, довольно высокий темп жизни на работе подразумевал бы, наверное, какие-то уединенные тихие часы во время отдыха. Однако не могу себе такого сказать. Я очень люблю любые способы активного отдыха. Путешествия, рыбалка, коньки, ролики, спортзал, плавание. Кстати, здесь, в Калмыкии, я с большим удивлением и с гордостью увидел находящийся в отличном состоянии бассейн в Айрат-арене, прекрасные спортивные залы, места для прогулок, для занятия бегом, воркаутом, как это сейчас модно называть. А что за история с котенком? Как-то приехав с работы, я поставил сумки и полез в карман за ключами открыть дверь. В этот момент ко мне подошел маленький котенок, я не знаю сколько по возрасту, но, наверное, не больше 1 месяца. Сел около моей ноги и пристальным взглядом начал на меня смотреть. Удивившись такому поведению, я взял сумки, зашел в подъезд, и он проследовал за мной. Поднялся за мной на этаж. Когда я открыл дверь квартиры, он спокойно вошел. Так как у меня в сумках было свежее молоко, думаю, ну, такого наглого котенка нужно покормить. Покормил его молоком, он развернулся спокойно и лег на диване спать. Я понял, что мне нужно выбирать ему имя. Сейчас это уже полноценный кот, он живет до сих пор со мной, получил имя Симба и стал полноценным членом семьи. Здорово. Вот эта история тоже раскрывает вас как человека. Доброго, интересного. Я благодарю вас за участие в нашей программе. Желаю успеха во всех ваших начинаниях. Спасибо огромное. Очень приятно было с вами побеседовать. Надеюсь на еще одно приглашение для интервью. Обязательно. Күнтэ манахалагачнер, манасонг спортукчана, мендебятн. Уважаемые телезрители, наша передача подошла к концу. Всего вам доброго.